преддверии Дня Республики Коми интинцы и гости города побывали в гостях у оленеводов. Сотрудники Дома культуры поселка Юстедор провели познавательную программу. Показали настоящее жилище оленеводов и чумработниц. Рассказали о бытии и трудовых буднях тундровиков, живущих далеко от городов. Республика Коми относится к числу крупных оленеводческих регионов России. Оленеводством занимаются 5 сельскохозяйственных организаций, а также крестьянско-фермерские хозяйства. В Республике Коми есть чем гордиться. Достойное культурно-историческое наследие, богатейшие природные ресурсы, девственные леса, чистейшие озера и, конечно же, оленеводство, которое является неотъемлемой частью нашей республики. В этом году на базе Дома культуры поставили настоящий чум со всем его убранством. За 2 месяца работы чума посетило более 200 человек. А это не только жители нашего города, но и других городов, таких как Печора, Ухта, Воронеж, Мурманск, Санкт-Петербург, Казань, Курск, Москва. Были у нас в гостях и с Республики Белоруссия. Этнодворик с чумом в поселке Юстедор очень востребован. Желающих побывать на экскурсии, приобщиться к культуре и традициям коренного северного народа, посмотреть, как живут оленеводы в тундре, очень много. Сам я уроженец города Инты. Здесь родился, учился в школе номер 5. Потом я поступил в Сыктывкарский государственный университет, уехал на учебу. А сейчас здесь приехал к своей маме. У нас запланирован с ней переезд, я ее забираю к себе в Петербург. Инта вообще для меня, конечно, удивительный город. Я его люблю. Периодически скучаю, когда вижу в соцсетях фотографии, которые выкладывают местные жители. Удивительная природа, сам город, люди. Машка, конечно, незабываемая. Это когда приезжаешь и возобновляешь эти непередаваемые ощущения от гнуса. Это, конечно, непросто. Для тех, кто не знаком, это непросто. Здесь я видел афишу, у меня знакомые ребята работают в Дворце культуры, я подписан на соцсети ДК. Увидел, что достаточно обширное мероприятие, посвященное празднованию, и мы решили посетить дом оленеводов. На установку чума и обустройство в нем спальных мест с кухней женщинам необходимо чуть более получаса. Чтобы оленеводам комфортно жилось в самых неблагоприятных природно-климатических условиях, чумработницы продумывают все до мелочей. Хозяйка чума первая встает. Растопить печку, поставить воду нагреть, чайник, воду согреть. Естественно, после завтрака начинаются сборы. Если ехать дальше надо, передвигаться, это как яндать, надо сборку, все, посуду склали, вот там посуда лежит, ящики, погребич, все это скласть, надо все собрать. Это шустро, быстро надо. Когда уже сборка чума начинается, во-первых, сперва вынести всю постельную принадлежность, все внутреннее, потом разборка начинается уже. Брезент снимает, шесты снимаем, все это сборка в сани ложится. Смотря как, мне кажется, полчаса, минут 40 это достаточно, чтобы это все собрать и управиться с этим утренней работой. Вечером, когда уже доходишь до места, опять начинается сборка. Естественно, разбираешь, шесты ставишь. Вот эти сперва палки ставятся, чтобы куда шесты мы ставим. Что еще? Это сборка всех, презенты поднимать. Там 4 человека все равно надо. Бывает, если 2 женщины, 2 мужчины все равно. Это повседневная жизнь. Нина Артиева проработала чумработницей 15 лет и не понаслышке знает, какой в тундре тяжелый труд. Она хорошо помнит, как ездила с оленеводами до Карского моря и обратно. Мужчины пасли оленей. Нина Ивановна следила за бытом. Это каждый день. Пока до Карского моря не доедешь летом, каждый божий день передвигаешься. Разобрать, собрать.
Это... А можно вопрос задать? А вот эти тряпочки, которые вот на шестах, они А вот вы какой-то- как вы думаете? Вот скажите. Вот они вот на каждом шесту, не На знаю, каждом нумеровать шесту. как бы не знаю. Ну, вы ж на что вы предлагаете? Вот Сколько что? было остановок, наверное, нет? Нет, это уже дождь. Нет, Капельки дождя. Не, вот на это не тряпочках. перегородки Тряпочки даже. шестам. Это веревочка повешена, особенно когда дождь идет. Чтобы дождь не забрался, капает, видите, на пол. На пол капает. Последняя капля доходит до веревки и капает на пол. Постель остается сухой. Вот это из-за этого и придумано. Нюанс это. А так ведь идет по шестам и вниз идет. Естественно, постель вся мокнет. Сам по себе быт, как он организован, все очень интересно, как местные спали. Такие многодетные семьи и на таком небольшом клочке пространства существовали. Ну, я вот на самом деле, когда учился, я сам по образованию историк, мне это вообще все очень интересно. И в Сыктывкаре мы ездили в археологические и этнографические экспедиции. И в основном я был знаком, так скажем, с бытом южных коми. Вот. А здесь немножко другая культура, оленеводы, северные коми. Ну и вообще даже вот по типажу я знаю, что отличаются коми южные и северные. Здесь вот нам как раз представители Дома культуры уже рассказали, что в гостях как-то были из Ямало-Ненецкого автономного округа, тоже оленеводы. И у них вот уже черты лица по-другому сформированы, более, так скажем, ну как, не знаю, как объяснить, ну другие, да, нежели у южных обитателей Коми-республики. Я давно читала, что у нас появилась вот такая прекрасная экспозиция на Евстидоре, но как-то не было времени сюда выбраться. О том, что будет здесь мероприятие, узнала из средств массовой информации. И загорелась поехать. Договорились с приятельницами. А тут ЦНК сами организовали эту поездку. Спасибо им большое. Вот честно, большое спасибо. И вот ни на грамульку не пожалела, что приехала. Ну, погода такая шаловливая. Ну и бог с ней. По программе, вот, честно говоря, вот шикарная программа. Что не знала, то узнала. Люди открытые, люди приветливые, гостеприимные. Пригласили в чум, напоили чаем, накормили вареньем, вкуснейшее варенье. Спасибо им большое. Вот. По поводу познавательности, ну, я как уже сказала, что не знала, узнала. Была предложена викторина, но были подсказки на территории. Поэтому сначала предложили пройтись по территории, посмотреть, ознакомиться. Я думала ознакомиться, а не так вот, чтобы... А тут, оказывается, вот в этом как раз приглашении был подвох. Смотрите, наблюдайте, делайте выводы. И потом, когда была предложена викторина, то уже вспоминала, что я видела здесь, на этой территории. Территория великолепная, знаете, вот чисто, уютненько, красиво. Мне нравится. Все, кто принял участие в познавательном мероприятии, остались в полном восторге. Гости узнали о традиционном образе жизни коренных народов Севера, самобытной культуре коми, интересном и тяжелом труде оленеводов и чумработниц. Это действительно надо проводить. Это действительно достойный, благородный, тяжелый труд. И я, честно говоря, вот даже не понимаю, как можно в таких условиях жить. Но люди живут, работают, у людей там семьи. Люди живут тем, что они своей работой. Поэтому в таких вот тяжелейших условиях по поводу быта, что я знала, что не знала, ну, где-то читала, где-то слышала. Потом у нас же есть вот это тоже знаковое мероприятие, это репкор. Оттуда, потому что уходишь, общаешься с приезжими оленеводами, которые приезжают с семьями. Поэтому немножко знала. Сотрудники Дома культуры поселка Юстидор разработали интересный сценарий познавательной программы. В гостях у оленеводов нравится всем, и взрослым, и детям.